В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». С вами Елена Лола. Здравствуйте. Дан старт выборам в парламент 6-го созыва. 21 января Центральная избирательная комиссия Абхазии начала регистрацию политических партий и инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания. Напомним, правом выдвижения кандидатов в депутаты обладают политические партии и группы избирателей. Изменены требования, предъявляемые к кандидатам. Не смогут баллотироваться в парламент граждане, имеющие на день голосования не снятую и не погашенную судимость, а также граждане, больные алкоголизмом, наркоманией и затяжными психическими расстройствами. Кроме того, согласно последним изменениям в избирательное законодательство, республиканские политические партии получили возможность выдвигать своих кандидатов по каждому из 35 округов. Сами выборы назначены на 12 марта. О том, как прошел первый день регистрации, в нашем сюжете. Самым востребованным местом этого субботнего утра стала Центральная избирательная комиссия. Первые желающие зарегистрировать инициативную группу в поддержку своего кандидата появились у дверей ЦИК ровно в 9 утра. Сотрудники, конечно же, были готовы к этому важному этапу, но и они не ожидали столь большого наплыва людей в первый же день регистрации. Специалисты ЦИК дают всю необходимую информацию и помогают руководителям инициативных групп правильно оформить необходимые документы. Центральная избирательная комиссия в полной мере готова к данной процедуре. Все необходимые документы, материалы мы подготовили. Кроме всего прочего, существует определенный наработанный опыт работы в этом направлении. Я думаю, сложностей, связанных с регистрацией, не будет. Другое дело, что мы предполагаем, будет большой ажиотаж, и работа предстоит довольно-таки сложная и кропотливая. Одними из первых в Центризбирком пришла вот эта команда. Свой ранний визит объясняют желанием поздороваться и пожелать всего лучшего в наступившем году. Руководитель инициативной группы говорит о важности предстоящих выборов, ведь на кону возможность изменить жизнь народа Абхазии в лучшую сторону. Мы пришли зарегистрировать кандидатом в депутаты Народного собрания Абхазии, парламента Абхазии, нашего друга, в принципе, единомышленника Шамиля Омаровича Адзенба. Если мы верим в человека, что он может что-то на самом деле изменить к лучшему, к хорошему, к доброму, то почему бы мы его не выдвинем кандидатом в депутат? Я надеюсь, вообще выборы пройдут на достаточно, скажем, хорошем, очень хочется спокойном, но профессиональном уровне. Мы должны к этому на самом деле уже подходить. И очень надеюсь, что в принципе, не будет конфликтов, скажем так, чтобы люди понимали, что они все являются гражданами одной страны, Абхазии, и кто бы не выиграл, скажем, и не прошел в парламент, главное, чтобы они служили обществу и народу. И я надеюсь, что все эти ребята должны с пониманием к этому подойти и постараться просто провести выборы, насколько это возможно, честно и справедливо. Среди желающих зарегистрировать своего кандидата и действующие депутаты парламента Абхазии. Некоторые из них здесь, чтобы поддержать своего нынешнего коллегу. Другие выдвигаются сами. Также среди представителей инициативных групп много ветеранов войны и бывших руководителей различных организаций и ведомств страны. Нисфаршба Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Мы продолжаем выпуск. Сегодня мы будем говорить о деятельности Министерства иностранных дел Абхазии. Совсем недавно делегация МИДа во главе с министром иностранных дел Дауром Ковы вернулась из Никарагуа, где принимала участие в инаугурации вновь избранного президента Даниэля Ортеги. В рамках визита состоялись несколько интересных встреч главы МИДа Абхазии с официальными лицами Никарагуа. О результатах визита, а также о других направлениях работы внешнеполитического ведомства Абхазии нам расскажет гость в студии. А пока эфир продолжит Ирина Ажева с обзором основных новостей за неделю. Зураб Ачба назначен генеральным прокурором Абхазии. Такое решение приняли депутаты на очередном заседании сессии Народного собрания. Кандидатуру Зураба Ачба предложила оппозиция в соответствии с соглашением об общественно-политической стабильности, подписанным 19 декабря 2016 года представителями властей и оппозиционных политических сил. Нынешний генеральный прокурор Нури Тания был освобожден от занимаемой должности и избран судьей Конституционного суда. Депутаты также перенесли срок формирования Конституционного суда до 1 июня. В своих
обязанностей я должен руководствоваться и обязан руководствоваться только законом. Почти на 1 миллион человек вырос в 2016 году поток граждан, пересекающих границу России и Абхазии. Если в 2015 году было зарегистрировано 8 миллионов 768 тысяч человек, то в прошлом году границу пересекли 9 миллионов 400 тысяч человек. Объем транспортных средств в сравнении с 2015 годом увеличился на 160 тысяч. Об этом сообщает МАКС-портал Сочи со ссылкой на сочинскую таможню. Анализ потоков транспортных средств, пересекавших российско-абхазскую границу за последние 3 года, показывает устойчивую тенденцию к их увеличению в среднем на 10-15% ежегодно. Об итогах курортного сезона 2016 года, криминогенной ситуации, проблемах города и о многом другом рассказал на пресс-конференции в Арс Мира глава администрации города Новый Афон Феликс Даутия. Годовой бюджет города составляет 43 миллиона рублей. У Нового Афона 2 наиболее острые проблемы – вода и канализация. И если с водоснабжением ситуация поэтапно меняется, то состояние канализационной системы остается сложной. На ее строительство нужны большие финансовые затраты. По словам Феликса Даутия, в планах капитальный ремонт дороги в монастырь, благоустройство набережной и строительство детского сада за счет российской финансовой помощи. Стенд Банка Абхазии вызвал неподдельный интерес у участников 45-й ежегодной международной нумизматической конференции выставки, проходившей в Нью-Йорке. Об этом сообщает официальный сайт Нацбанка. В конференции участвовали крупнейшие аукционные дома, кредитные организации, частные коллекционеры и издательства. Сотрудники Банка Абхазии представили доклад-презентацию об Абхазии и ее банковской системе. На стенде Национального банка была представлена государственная символика Абхазии, памятные инвестиционные монеты, первый систематизированный каталог памятных инвестиционных монет республики, изданный на английском языке, рекламные демонстрационные материалы. 19 января православные христиане Абхазии отметили праздник Крещения Господня. В этот день вспоминают, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. В крещенский сочельник во всех православных храмах Абхазии традиционно было совершено великое освящение воды и прошли богослужения. Водосвятный молебен, посвященный празднованию Дня Крещения Христова, был совершен в ночь на 19 января у источника Святого Василиска в селе Каман. В руководстве Союза армян Абхазии произошли кадровые изменения. На внеочередном съезде руководителем организации был избран герой Абхазии Галус Трапезанян. 124 делегата проголосовали за его кандидатуру. Демонтаж лапидарных памятников из алтарной части храма Феодора в Анакапийской крепости и реконструкция ресторана «Белый парус» на набережной Махаджира в Сухуме стали главными темами заседания научно-методического совета при Министерстве культуры Абхазии. Директор историко-культурного заповедника Анакапия Алхас Аргун объяснил, что разобрать белокаменные резные детали с последующим их переносом в музей его вынудили участившиеся случаи вандализма. На эти аргументы министр культуры Эльвира Арсалия ответила, что достаточно установить охрану и видеонаблюдение. Участники научно-методического совета решили ограничиться выговором директору заповедника. Судьбу артефактов будет решать специальная комиссия, которая детально изучит вопрос. Нужно просто послужной милиции его как-то наказать. Не знаю, что уволить. Просто выговор. Это должен был прецедент, чтобы не было отрицательного прецедента, на мой взгляд. Чтобы каждый, который считает, что энтузиаст дела, я имею право, с моей точки зрения, что дело поступаю правильно, сносить или убирать или строить. Что касается «Белого паруса», то документы по реконструкции этого исторического объекта будут переданы другой комиссии, которая на месте рассмотрит претензии разных инстанций, после чего проект вновь будет вынесен на обсуждение научно-методического совета. Госдума России ратифицировала абхазо-российский договор о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. Согласно договору, государство исполнение приговора обеспечивает отбывание наказания осужденным в соответствии со своим законодательством. В договоре определены условия передачи осужденных, установлены требования к форме и содержанию запросов о передаче и ответов на них и порядок исполнения запросов. Представляя законопроект, официальный представитель президента России, замминистра юстиции России Максим Травников отметил, цитата, «Сегодня 20 россиян находятся в качестве осужденных на территории Абхазии и 186 граждан Абхазии в России». Это были основные события уходящей недели. А сейчас вернемся к главной теме программы – деятельности МИДа Абхазии и результатах поездки официальной делегации в Никарагуа. Но для начала мы предлагаем посмотреть сюжет на эту тему.
В начале января этого года делегация МИД Абхазии во главе с министром внешнеполитического ведомства страны Дауром Кове с официальным визитом посетила Республику Никарагуа. Повод был торжественный. Представители страны души приняли приглашение на церемонию инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги. Абхазские дипломаты, в том числе замминистра иностранных дел Абхазии Олег Аршба, руководитель отдела Латинской Америки, Азии, Африки и АТР Мадина Зухба, сотрудники МИД Тенгиз Тарба и Сария Джопуа прибыли в Никарагуа накануне вступления в должность вновь избранного президента этой страны. Торжественная церемония прошла в столице Никарагуа на площади Революции. В качестве почетных гостей на ней присутствовали президенты Венесуэлы, Гондураса и Сальвадора, глава администрации Тайваня, а также представители руководства Кубы, Доминиканской республики и ряда других государств. Приглашение Абхазии на торжества по случаю инаугурации было вполне ожидаемым событием. Никарагуа стала второй страной после России, признавшей независимость Республики Абхазия и установившей с ней официальные дипломатические связи. Более того, в тот период президентом Никарагуа также был Даниэль Ортега, который возглавил республику после очередных выборов в 2007 году. Это президентство в общей сложности будет третьим в биографии политика. Именно посол Никарагуа в России Хуан Эрнесто Вескас Арая сегодня представляет интересы Абхазии на международной арене. Официальная церемония передачи копий верительных грамот дипломату прошла 6 июля 2016 года в Сухуми. Посла Никарагуа принял и президент Абхазии Рауль Хаджимба, который выразил надежду, что отношения между двумя странами будут развиваться по всем направлениям. Прежний министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба тогда отмечал, что в числе планов по сотрудничеству двух государств открытие в столице Никарагуа, городе Манагуа, дипломатической миссии, для которой готовятся кадры из Абхазии, а также подписание соглашений по молодежной и спортивной политике и некоторые другие проекты. Нынешний визит в Никарагуа официальной делегации абхазских дипломатов стал вторым в истории взаимоотношений наших стран. В 2010 году Манагуа посетила делегация нашей республики во главе со вторым президентом Абхазии Сергеем Багапшем. Итогом визита стало подписание ряда межгосударственных документов, среди которых договор о дружбе и сотрудничестве, соглашение о безвизовых поездках, меморандум о намерениях между Национальным банком Абхазии и Центробанком Никарагуа, соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, о торговом судоходстве, о воздушном сообщении. Во время второго в истории двух стран посещения Никарагуа абхазская делегация провела переговоры с руководителями отдельных министерств и ведомств, а также с представителями администрации президента Никарагуа. Был обсужден ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества. Официальный визит абхазской делегации в Никарагуа завершился 12 января. Белла Кварчи для событий недели. Уважаемые телезрители, гости нашей студии сегодня министр иностранных дел Даур Кове. Здравствуйте, Даур Вадимович. Здравствуйте. Недавно делегация Абхазии приехала из Республики Никарагуа, где принимала участие в церемонии инаугурации вновь избранного президента Даниэля Ортега. Вы провели ряд встреч в официальных кругах. Какие это были встречи и есть ли конкретные итоги этих встреч? Да, 9 числа, 9 января наша делегация по поручению президента Республики Абхазия отправилась в Никарагуа, в город Манагуа, для участия в церемонии инаугурации президента Даниэля Ортеги. Действительно, в рамках этого мероприятия у нас проходили ряд официальных встреч. Это были встречи с отдельными министрами, это были встречи с представителями администрации президента. В целом говорили о возможности расширения нашего двухстороннего диалога между Никарагуа и Абхазией. Говорили о возможности подписания двухсторонних соглашений. В целом непосредственно мы договорились о подписании соглашения в области спорта и в области образования. Также говорили о перспективах возможного расширения какого-то торгового потенциала. Понятно, что это немножко сложно, это все нужно прорабатывать с учетом расстояния между нашими странами, но в целом есть предмет для обсуждения. Я думаю, что в перспективе, когда приедет сюда делегация никарагуанская, в которую будут входить в том числе представители бизнеса,
уже непосредственно с нашими представителями бизнеса, я думаю, мы найдем определенные точки соприкосновения для дальнейшего плодотворного сотрудничества в этой части. Какие вообще наиболее перспективные у нас могут быть контакты? В целом, вот, побывав в Никарагуа, мы убедились в том, что необходимо наше присутствие на этом континенте. Так как об Абхазии знают очень мало. И то знают те люди, которые вовлечены в работу, непосредственно сотрудники Министерства иностранных дел, отдельных ведомств. У нас была возможность в рамках участия в церемонии инаугурации в свободные минуты общения с простыми гражданами. И к большому сожалению... Они вообще знают, что их страна признала Абхазию? Вот я как раз хотел об этом сказать, что, к большому сожалению, многие даже не знают, где это Абхазия. Но оно и понятно. То есть это второй визит абхазской делегации. Первый раз ездила делегация во главе с Сергеем Васильевичем Багапш. И нужно отметить, что в тот период тоже возили туда наш танцевальный коллектив. И, кстати, о нем очень помнят. Поэтому для нас очень важно расширить свое присутствие. Это присутствие может выражаться не только в экономических вопросах, но и непосредственно в гуманитарных определенных аспектах. Поэтому, что касается самой республики Никарагуа, самого континента, Никарагуа очень перспективная республика, которая сегодня очень серьезно развивается. Развивается как экономически, так и политически. И я не исключаю, что со временем Никарагуа может стать определенным центром влияния на латинском континенте, на латиноамериканском континенте, поэтому нам необходимо свое присутствие укреплять. Намерена ли Абхазия там открывать посольство или дипломатическую миссию в Манагуа? Знаете как, мы обговаривали и этот вопрос тоже с представителями МИДа, и на сегодняшний день я склоняюсь к тому и буду предлагать этот вариант на рассмотрение руководству страны о том, чтобы учредить там должность почетного консула на первом этапе становления наших развитий. И в перспективе, когда уже наши отношения выйдут на более уровень такой серьезный, мы уже будем ставить вопрос об учреждении полноценного посольства Республики Абхазия в Никарагуа. Какие еще впечатления об этой стране? Много. У вас была возможность погулять? Впечатлений много, на самом деле. Скажу, что для меня открылась другая страна. Наверное, я, как и все, знал о Никарагуа из прессы, из учебников, из книг, но открылась абсолютно другая страна, другие люди. Меня удивило одно, вернее не удивило, а, наверное, даже порадовало, то, что, вы знаете, исторически Никарагуа, постоянно ее раздирали определенные противоречия. И совершались революции, в результате которых приходили то одни, то другие. Но сегодня мы увидели, что в людях зародилась идея выстроить полноценное, сильное государство. И люди поняли, что те противоречия, которые происходили весь этот период, они приводят только к стагнации. И сегодня они решили объединиться вокруг избранного президента и идут вперед и понимают, что их ожидает довольно-таки неплохое будущее. Эта идея, она в принципе звучала через одного и выражалась в разных вещах. Поэтому это мне очень понравилось, сама мысль, сам подход. И это, наверное, было видно по самой церемонии инаугурации, которая проходила на площади Революции. Да, мы видели, она очень красочная. Да, она была очень красочная. И хочу сказать, может быть, не все кадры были отмечены, но огромное количество людей. То есть люди были повсюду, даже они выходили за рамки площади. То есть было очень много. И настрой людей был на самом деле праздничный. Это было потрясающе. Дор Вадимович, Никарагуа – это первая страна вслед за Россией, которая признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Республика с 1945 года является членом Организации Объединенных Наций. Проводят ли официальные лица этой республики какую-либо работу по продвижению Абхазии на этой важной международной площадке? Знаете, в первую очередь эту работу должны продвигать мы.
с нашей подачи уже наши друзья, естественно, готовы подключаться к этим процессам. И сегодня мы тоже, будучи на самом мероприятии в Никарагуа, мы проговаривали и эти тоже вопросы взаимодействия, как можно будет, используя влияние Никарагуа на их и соседей, и близлежащие страны, укрепить наше присутствие в этих странах. В том числе мы говорили о возможности нашего присутствия в различных международных организациях, в которых находится и в которых принимает членство само Никарагуа. Вот. Если говорить об Организации Объединенных Наций, это немножко другая структура. Вот не так давно, вы, наверное, видели, было обращение к генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. И вызвано оно было следующим. Мы обратили внимание на видеообращение генерального секретаря Организации Объединенных Наций господина Гутерриша, где он обращался ко всем нациям, ко всем странам с призывом к тому, что 2017 год, в целом, как и последующие, они должны стать неким годом примирения, где все страны, все народности, нации должны решать свои конфликтные ситуации путем переговоров. Мы всегда выступали за диалог. И поэтому мы воспользовались этой возможностью записать это открытое видеообращение на имя господина Гутерриша с просьбой представить нам площадку для того, чтобы наше видение о тех процессах, которые идут, которые были, чтобы наше видение тоже было озвучено на международной арене. А реакция была какая-нибудь? Реакцию мы ожидаем. Это видеообращение, оно было передано непосредственно специальному представителю генерального секретаря, который принимает участие на женевских дискуссиях. Более того, хочу сказать, что господин Гутерриш в свое время тоже в рамках женевских дискуссий, я знаю, у них была встреча с Вячеславом Андреевичем Чирикбо, правда, в то время господин Гутерриш был руководителем управления Верховного комиссара по беженцам, но при всем при том есть понимание того, что проблема Абхазии и Грузии ему известна. Вот, поэтому мы все-таки надеемся на то, что наш призыв он будет в любом виде услышан. Вот, и, наверное, ближе уже к началу следующего этапа женевских дискуссий мы получим какой-то ответ. Поэтому надо пытаться и надо работать в этом направлении, представлять страну на всех возможных площадках. Я так знаю, что это второе обращение Министерства иностранных дел Абхазии к первое обращение было в период, когда министром иностранных дел Республики Абхазия был Сергей Миронович Шамба. При нем было тоже обращение к Организации Объединенных Наций с просьбой предоставить площадку, предоставить слово представителю Абхазии. Но, к большому сожалению, тогда американская сторона, представители Госдепа, они просто без объяснения причин отказали в выдаче визы. И, соответственно, ничего у нас не получилось. Сейчас это вот такая вот вторая, возможно, попытка обращения в Организацию Объединенных Наций. Но под лежачий камень вода не течет. То есть значит ли это, что мы начинаем стучать более активнее в двери Организации Объединенных Наций? Мы никогда и не заканчивали. Работа ведется, то есть каждый шаг является продолжением определенных каких-то этапов и выливается уже в следующее движение. Поэтому говорить о том, что сейчас мы стали как-то более активно работать или до этого кто-то не активно работал, нет, идет рабочий процесс. Рабочий процесс, то есть все вот потихонечку накапливается, и, соответственно, все это выливается потом в определенные какие-то действия. Но между тем, за 5 лет не было ни одного признания у Абхазии, и все-таки есть такое мнение, что в наших кругах экспертных, что Министерство иностранных дел немного слабо вела политику деизоляции. Вы знаете как, очень сложно говорить о том, слабо вело политику Министерства иностранных дел или очень активно, потому как не каждый человек видит, в принципе, всю ту работу, которая ведется в стенах Министерства иностранных дел.
И не всегда то, что ты хочешь, чтобы произошло сегодня, происходит действительно сегодня. На это нужны иногда определенное и время, и какие-то определенные возможности. Поэтому работа в МИДе не прекращалась никогда. Она всегда велась. Работа кропотливая, работа долгая. Подчас бывают моменты, когда на самом деле очень хочется рассказать всем о том, что ты делаешь и то, что ты знаешь, но понимаешь, что делать этого нельзя. Поэтому работа по деизоляции Абхазии, она не прекращалась никогда. Те же самые женевские дискуссии. Я знаю, что и в прошлые 5 лет, о которых вы сейчас сказали, велась работа и на женевских дискуссиях. Периодически ставили вопрос о том, что гражданам Абхазии у них нет возможности передвигаться по своим абхазским паспортам, что их ограничивают в своих правах. Вся эта работа идет. Она велась, она будет продолжать вестись. Поэтому сегодня мы также продолжаем ту большую работу, которая была начата задолго до нас. И мы уверены, что, может, мы привнесем некую свою динамику, некое свое другое видение определенных процессов, но работа всегда шла и ведется. Но вы можете раскрыть скобки? Можно ли в ближайшем будущем ожидать признания Абхазии? Расширится список стран, признавших независимость Абхазии? Вы знаете, когда мы говорим о признании нашей страны другими странами, да, когда мы говорим о возможности формирования нашего позитивного имиджа нашей страны на международной арене, здесь я бы все-таки хотел, чтобы было одно четкое понимание. Прежде всего, наша страна должна стать привлекательной во всех смыслах для других стран. Когда мы говорим о признании нашей страны другой страной, нужно задуматься, а вот почему другая страна должна нас признать? Что в нас хорошего? Мы образцово-показательны, у нас хорошо в этой отрасли, в этой отрасли. То есть мы в первую очередь должны быть сформированы настолько, чтобы когда мы поднимали вопрос о признании третьей страной нашей страны, никаких вопросов у других стран не возникало. А что касается о возможном ближайшем признании странами, мы ведем эту работу, мы продолжаем ту работу, которая была. Есть новые какие-то направления, которые мы сейчас начинаем уже отрабатывать, и есть неплохие результаты, на мой взгляд, уже сегодня. Естественно, мы ожидаем. Не могу сказать, что это будет прямо завтра, но я думаю, что будет. Отсюда вопрос. Какую работу проводит МИД по продвижению позитивного внешнеполитического имиджа Республики Абхазия? Вы знаете как, периодически, вот даже если мы сейчас возьмем наше пребывание на церемонии инаугурации, могу просто сказать, что на самой церемонии присутствовало множество делегаций из различных стран. То есть это были страны Карибского бассейна, и это были страны, близлежащие к Никарагуа, это были страны из СНГ. Естественно, с представителями этих делегаций мы встречались, мы знакомились, мы разговаривали. Вот. Есть эти контакты, зародилось это знакомство, и сегодня мы начинаем уже работать по этим новым контактам. Что касается позитивного имиджа страны, вы знаете, у нас вот есть ряд наших представительств, посольств. Вот вы, наверное, помните ту недавнюю историю, когда в Турции вышло приложение к газете «Сабах», абхазское приложение, где мы говорили о нашей стране, о нашей культуре, о нашей диаспоре. Естественно, это вызвало крайне негативную реакцию со стороны МИДа Грузии. Вот, и в связи с чем это приложение были вынуждены сейчас на какой-то период прикрыть. У нас есть представители в ряде европейских стран, где периодически проводятся различные гуманитарные, культурного характера мероприятия, которые именно показывают о культуре, о самобытности нашей страны, рассказывают историю нашей страны. Вот. Поэтому ряд этих мероприятий, естественно, ведется. Если говорить о политической составляющей,
Наши представители, как представители органов власти, так и представители неправительственного сектора, периодически выступают на различных площадках, где также говорят о нашей стране, о нашей проблематике, естественно, доводят до понимания сторон наше видение тех или иных процессов. Поэтому в силу тех возможностей, которые у нас есть, мы максимально стараемся наше присутствие создать везде, где это возможно. Вы заговорили в связи с приложением, которое входит в Турции, и реакции Грузии на это. В последнее время в нашем обществе все больше дискуссий о том, какие должны быть взаимоотношения с нашим стратегическим партнером России. И как-то стали меньше говорить о действиях Грузии. Чем это вызвано? И не собирается ли МИД как-то активизировать свою деятельность в этом направлении тоже? Потому что в Грузии продолжается политика жесткой дипломатии в отношении Абхазии. Я скажу так, говорить нужно со всеми. Не будет диалога, не будет процесса. Чтобы быть услышанным, нужно разговаривать. И женевские дискуссии – это площадка, тоже является одной из тех возможных площадок, где возможен в том числе двухсторонний диалог. Очень много вопросов по поводу эффективности женевских дискуссий, но между тем, да, мы понимаем, что это единственная международная площадка пока для Абхазии, где мы можем выражать свою точку зрения. Повестка дня женевских дискуссий, она будет расширяться, пока мы говорим о визах, о нарушении прав передвижения абхазов, граждан Абхазии, и о том, что Грузия отказывается подписывать юридически обязывающий документ о неприменении силы. Может быть, нам как-то стоит повестку дня расширить и говорить, в том числе, я думаю, вы это, может быть, и обсуждаете, о том, что нам просто не дают элементарно развиваться и общаться с внешним миром. Знаете, как повестку женевских дискуссий не то, что стоит, мы ее будем расширять в обязательном порядке. На сегодняшний день, вы правильно отметили, стоят ключевые вопросы. Первый вопрос – это подписание, естественно, документа о неприменении силы. Это, в принципе, сама суть женевских дискуссий. Далее мы ставим вопросы и о праве на передвижение, о всем том, о чем вы говорили. Ряд вопросов, которые обсуждаются на них. Плюс в рамках женевских дискуссий, вы знаете, у нас работает механизм МПРИ, который проходит у нас ежемесячно в Гале, где реагируют на определенные случаи, связанные с безопасностью. Если мы говорим о расширении повестки, мы говорили в целом с сопредседателями о своих идеях, которые мы будем привносить в формат женевских дискуссий. В целом есть много вопросов, в том числе у абхазской стороны, но при всем при том мы понимаем, что сегодня женевские дискуссии – это у нас единственная площадка, на которой мы можем высказывать свое мнение в международном формате, понятное дело. Но при всем при этом, еще раз повторюсь, есть вещи, которые нас не устраивают, и поэтому мы свои позиции уже обозначили. И мы надеемся и уверены практически в том, что наши доводы они будут услышаны и приняты, и формат, вернее сама повестка женевских дискуссий, она будет насыщаться. Вы можете конкретизировать, какие идеи с вашей стороны были предложены? Наверное, все-таки на очередном раунде женевских дискуссий, наверное, уже будет это видно и слышно. Просто я бы не хотел сейчас вперед озвучивать, потому что пока идут определенные консультации со сторонами, так как женевские дискуссии, они предполагают компромисс всех сторон. Поэтому, чтобы нам включить в повестку, нам необходимо согласие всех участников этих дискуссий. Поэтому сейчас на стадии обсуждения, не хотелось бы, честно говоря, заранее обсуждать, что и как будет происходить. Но то, что формат будет, повестка будет меняться и насыщаться, это факт. Даур Вадимович, спасибо, что пришли в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, в студии был министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. Это все на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.